Откуда звоните? Надежда, вам сейчас ответит Бабушкина Ирина Даниловна, заместитель главного врача по организационно-методической работе ГУЗ РК, Сыктывкарская городская поликлиника номер 3, главный специалист Министерства здравоохранения Республики Коми по общей врачебной практике. Добрый день, Надежда. Значит, прохождение диспансеризации – это личное дело гражданина. То есть вы вправе отказаться. Но я бы посоветовала вам все-таки пройти, потому что в перечень первого этапа диспансеризации, в частности, я поняла, что это вы о своем супруге говорите, входит исследование анализов на онкомаркеры. Поэтому я бы посоветовала все-таки пройти. Это абсолютно... Скажите, пожалуйста, что первым шагом нам нужно куда обратиться? Это понимаю, в любую поликлинику, у нас находится в частности в третьей поликлинике. Значит, с паспортом, медицинским полисом он должен обратиться либо в регистратуру, либо в 120А кабинет, это кабинет диспансеризации. В любое время, да? С 8 до 8. Включая субботу с 8 до 2 часов. Все, спасибо вам большое. Спасибо за звонок. До свидания. Продолжим. Так, значит, за счет диспансеризации входят обследования, которые пациент проходил в течение 12 последних месяцев текущего года. Значит, диспансеризация проводится в 2 этапа. На каждом этапе свой перечень исследований и консультаций специалистов. Для каждого возраста существует свой маршрут. Возрастные категории утверждены в приказе. То есть пациент обращается в регистратуру, получает маршрутную карту, на которой указан его маршрут прохождения диспансеризации. Остается направление, и он в удобное для него время проходит. Получается, всех специалистов не может пройти? Я говорю, для каждого возраста свой маршрут. Где-то консультация невролога есть, где-то нет, где-то УЗИ органов брюшной полости есть, где-то нет. Есть исследования, которые абсолютно для 100% пациентов нуждаются в диспансеризации. А вы, допустим, УЗИ проходить-то будет бесплатно или бесплатно? Нет, абсолютно все бесплатно. То есть ничего, ни за что платить не надо. Хорошо. Иван Иванович. Ну, я бы дополнил, что основная цель диспансеризации – это как раз раннее выявление и предупреждение различных заболеваний, основных инфекционных заболеваний, которые как раз вносят основной вклад в временную трудоспособность, в инвалидизацию, преждевременную смертность населения России. То есть непосредственно этих заболеваний и фактор риска развития этих заболеваний. То есть это общение, гипертония, да, всем известно, заболевания органов дыхания, органов пищеварения, онкологические заболевания, болезни эндокринной системы, ну и некоторые другие. Вот это основная цель. То есть говорить о том, что все-таки диспансеризацию надо проходить, а вот как быть с людьми, которые не хотят проходить диспансеризацию? Вот, это дело добровольное получается или как? Или все-таки это дело каждого человека, да? Ну, конечно, насильно ведь не будешь, но в первую очередь человек сам должен быть заинтересован в сохранении своего здоровья. Если человек здоров, если у него нет заболеваний, он ведет полноценный активный образ жизни, он социально активен. Здравствуйте, общественная приемная, прямая линия. Добрый день. Добрый день. А как вас зовут, пожалуйста? Вопрос диспансеризации, да, сегодня? Да. Представьтесь, пожалуйста. Николай Витальевич. Николай Витальевич, откуда вы звоните? Ага, слушаем вас, Николай Витальевич. Вот такое, я не знаю, пожелание, вопрос такой. Мы ходим на диспансеризацию, здоровые люди. Вот. А там сидят больные, заражаемся. Верно? И в одном учреждении, в одной общей очереди. Это очень, мне кажется, неудобно для больных в первую очередь, которые на первый прием, там, на второй прием, на третий. Для тех людей, которые хотят быть здоровыми и пройти диспансеризацию. У меня вопрос пожелания. Можно вопрос? То есть, поконкретнее, пожалуйста, что бы вы хотели, чтобы разделили очередь или что? И проводили либо в отдельных кабинетах, либо другие врачи, но чтобы не было вот этого суматохи в общей очереди, когда и больные, и здоровые, и бабушки, и дедушки, и в общем. Приятно смотреть, когда больные люди нервничают, а здоровые вынуждены их, в общем-то, я не знаю, как-то
Мгм. Николай Витальевич, вам сейчас прокомментирует ситуацию бабушкина Ирина Даниловна, заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУ ЗРК Сыктывкарская городская поликлиника номер 3. Добрый вечер, Николай Витальевич. Я, к сожалению, не могу сказать, есть ли в вашей поликлинике кабинет диспансеризации, но в поликлиниках города Сыктывкара таких кабинетов существует. Это у вас районная, то есть ЦРБ. Центральная районная больница. Ну, я поняла, но я говорю, в городе проблемы сидеть в очередях с больными пациентами нет. У нас кабинеты диспансеризации, которые работают с 8 до 8. Почему у нас нету? Я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос. Давайте не будем время слов взять и расспрашивать, хорошо? А вот поэтому и звонит. То есть это, сказать, было на уровне республики решено. Мгм. Николай Витальевич, сейчас присоединится к разговору Лысенков Иван Иванович, заведующий Центром медицинской профилактики при ГУ РК Республиканский врачебно-физкультурный диспансер. Добрый день, Николай Витальевич. Может быть, да. Может быть, вот в вашей ТРБ есть кабинет медицинской профилактики, вы знаете? Каких подробностей я не знаю. Скорее всего, у вас там он есть, насколько мне известно. И может быть, вам стоило бы, даже, скажем, если вам не очень, ну, понятно, да, вашу позицию, находиться рядом с пациентами, которые вроде бы как, с ваших, да, слов являются больными, может быть, стоит непосредственно подойти туда и обратиться к специалисту с этого кабинета. И, может быть, у него, получив консультацию по тому порядку, который вам необходимо пройти, да, если вы попадаете в специализацию, уже более детально, если направляете по тем кабинетам, которые вам необходимо пройти, избегая вот как раз пересечений с пациентами, которые приходят. Я так понимаю, что я как диспансеризируемый или пациент должен подойти туда-то, спросить то-то, и так далее, да? Или все-таки главный врач ЦРБ должен организовать отдельно какие-то кабинеты, методические, даже не знаю. Вот я за И прочее, для отдельных категорий больных или там здоровых, правильно? Ну вот я это и хотел сказать, Николай Витальевич, что кабинет, который занимается оргметод помощью, что ли, да, организационно, это как раз кабинет медицинской профилактики, который в вашей ТРБ есть. Вы наверняка обращались в регистратуру, да? Да. В регистратуру вашей центральной районной больницы? Да, наверное, да. Да. Также непосредственно оргметод помощь в проведении диспансеризации, в том числе и консультирование специалистов, занимается кабинет медицинской профилактики. Я вас понял. Я прошу просто, вот, чтобы на будущее люди, которые идут на диспансеризацию, не пересекались с больными, что ли, чтобы они больницы не мешали, и наоборот. А это же, наверное, можно решить на уровне республики-то. Или нам мешать самим гражданам здесь в больницах, в участковых, в ФАПах и так далее. Ну, непосредственно организация потока внутри, Конечно. медицинская организация, это, конечно... Уровень республики все это решите, чтобы вопросы больше не возникало. Можно? Николай Витальевич, также хочет присоединиться к разговору. У нас Тюрнина Анна Соломянтовна, главный эксперт Сыктывкарского межтерриториального отдела здравоохранения ГКУ РК, Центра обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми. Можно вот там вот трубочку взять? Нет, вот там вот там. Николай Витальевич, я записала ваш вопрос. Это вопрос чисто организационного характера, который должен решаться на уровне администрации Центральной районной больницы. Мы этот вопрос возьмем на контроль и обязательно проработаем. Спасибо. До свидания. Потом консультировался с кем-то. Может быть, продолжим что-то, общую какую-то информацию, что можно добавить. Кетова Татьяна Степановна, главный врач ГБУ ЗРК Сыктывкарская детская поликлиника номер 1. По проведению практических осмотров каждое лечебное учреждение проводит по организованным коллективам, поэтому собираются списки в каждом организованном учреждении и определяются возраста. Поэтому, как было уже сказано, по каждому возрасту проводится профосмотр определенными специалистами и проводится функциональное исследование каждого пациента. Поэтому каждый ребенок
в школе, в детском саду охватывается этими видами практических осмотров и проводится ежегодное заключение по каждому ребенку. Для этого списки составлены, значит, определяется механизм осмотра этих детей, направляется бригада специалистов, и за каждое учебное заведение идут еще и параклиника. Это проводится и электрокардиография детям, проводится забор анализа крови и анализа мочи. И на сегодня родители некоторые обращаются с тем, что они живут в разных районах нашего города, но посещают учебное заведение на другой территории, нигде живут. Поэтому данные правосмотры проводятся по территории, где они учатся. Поэтому каждому ученику или каждому ребеночку, посещающему организованный коллектив садик, значит, выдается направление от медсестры или от фельдшера сдать те или иные виды анализов. Поэтому анализы сдаются в прикрепленной поликлинике, куда ребенок ходит в школу или садик. И эти анализы затем уже анализируются и в карточке прописываются и делается заключение. Я бы хотела добавить, что все-таки по месту жительства мы отправляем детишек, которые по каким-либо причинам не попали на сдачу анализов непосредственно в учреждение. Так выезжают прямо в детский сад или в школу, в лаборатории, там берется все на месте у ребеночка. Но если мало ли ребенок находится в данном случае на домашнем режиме или просто не хочется маленьких вести, она имеет право взять эти направления из строительского учреждения и прийти в поликлинику по месту жительства. Может быть, Тюрнина Анна Фламянтовна добавить что-то по диспансеризации? Ну, я могу рассказать кратенько по итогам диспансеризации на сегодняшний день. По состоянию на 25 ноября по Сыктывкарскому КУСу учреждений здравоохранения, участвующих в проведении диспансеризации взрослого населения, общий итог исполнения годового плана 54,8%. В частности, по городу Сыктывкару этот итог составляет 42,8%. К сожалению, темпы прохождения диспансеризации в текущем году недостаточно высокие, но это связано с некоторыми организационными моментами, потом это все-таки новое для нас мероприятие, поэтому ситуация на сегодняшний день вот такая, какая она есть. По районам Сыктывкарский КУС — это 9 прилегающих районов: Усть-Венский, Усть-Куломский, Нижегородский, Кайгородский, Костромский, Приволжский, Сыктывкарский, Цисарский и Ударский. По районам ситуация гораздо более благоприятная. Некоторые районы уже выполнили свой план более чем на 80%. Это Кайгородок, Карпкироз, Цисарский район. В Цисарском районе самый высокий показатель 85,6%. Ожидается, что к концу года мы должны выполнить запланированный объем диспансеризации. Сейчас прервемся и потом можно еще продолжить. Здравствуйте, общественная приемная, прямая линия. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Екатерина, город Ленга. Екатерина, задавайте ваш вопрос. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, при прохождении диспансеризации, если у меня, то есть я прохожу врача определенного, да, в платной клинике, то есть хожу только к нему, мне обязательно вот в нашей центральной больнице проходить этого врача? То есть я могу предоставить справку, что я в платной клинике прохожу его каждый год? Екатерина, вам ответит на вопрос Бабушкина Ирина Даниловна, заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУ РК, Сыктывкарская городская поликлиника номер 3, главный специалист Министерства здравоохранения Республики Коми по общей врачебной практике. Добрый день, Екатерина. Да, вы можете не проходить этого специалиста в поликлинике по месту жительства, а просто принести сведения. Лучше, конечно, это ксерокопия с амбулаторной карты, там, где вы наблюдаетесь.
Хорошо, а если мне врачи утверждают, что я обязательно должна у них пройти, то мне что на это ответить? Есть какое-то положение, да? Запишите приказ 1006-Н. Минуточку, сейчас происходит. Так, 1006-Н. Угу. От 3 декабря 2012 года. В этом приказе сказано, что принимаются все исследования, произведенные пациентом в течение 12 последних месяцев. Угу. Хорошо, спасибо вам большое. Угу. Хорошо. А спасибо за звоночек. До свидания. Так. Угу. Здравствуйте, Республиканская общественная приемная, прямая. Алло, здравствуйте. Меня это Мастеркадина звонит, Вигорда. Вот я по поводу диспансеризации. Вот мне, я 77-го года. Алло. Да. А представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Попова. Как? Попова Светлана. Попова Светлана. А слушаем ваш вопрос. Мой вопрос только заключается в том, что вот сейчас я начала в октябре проходить диспансеризацию, я до сих пор не прошла, потому что, во-первых, там очередь громадная, хотя нас предприятия отпускают. Это же невозможно, ни в окулисту не сходить, ни в терапевту, никому. Потом также все надо очередь эти кровь давать, соответственно, там мочу сдавать, ладно, мочу так. А вот это вот кровь, все, там сплошные очереди, и больные, и все. Я в октябре уже заболела, вот сейчас я вообще даже не хочу вот этот маршрутный лист обратно отдавать. Угу. Светлана, мы поняли ваш вопрос. Сейчас на ваш вопрос ответит Тюрнина, да? Тюрнина Анна Афлонянтовна. Она является главным экспертом Сыктывкарского межтерриториального отдела здравоохранения ГКУ РК Центра обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми. Можете там трубочку взять? Угу. На оранжевую. Угу. Здравствуйте, Екатерина. Буквально за несколько минут до вас с аналогичным вопросом звонил мужчина. И не слышно? Поближе. Можете, да, взять. Алло. Здравствуйте, Екатерина. Буквально за пару минут до вас звонил мужчина тоже из Вильгота с аналогичной проблемой. И мы с ним решили, что этот вопрос будет решаться организационно на уровне администрации Центральной районной больницы с участием нашего отдела. Правильно, потому что раз я начала, значит, я должна, в принципе, закончить, мне самой надо, но факт в том, что вот это вот сидение в очередях, я понимаю, бабушки сидят там, они не на работу никак, а тут это кошмар. Ну тут просто надо организовать, разделить потоки пациентов и определиться, в какое время пациенты, проходящие диспансеризацию, будут проходить все анализы и специалистов. Тем более терапевт это в обязательном порядке. Сейчас люди уже болящие. Я говорю, я там посидела полдня, я заболела, я сейчас выздоровела, я уже туда не пойду. Мы поняли вашу проблему, но все-таки я настоятельно вам рекомендую диспансеризацию закончить. Хорошо. Всего доброго. Так, ну что, может быть, продолжим по статистике или у вас уже вся информация, да? А можно Да. поучаствовать? Развитие посвящавший вопросы, там так сказать. Ну, да, завершим. Закончитель, хорошо. Здравствуйте, общественная приемная, прямая линия. Здравствуйте. У вас сегодня вопросы по диспансеризации? Да, представьтесь, пожалуйста. Я Камила Людмила Дмитриевна из поселка Дом, Ижевский район. Угу. Слушаем вас, Людмила Дмитриевна. Я хотела бы спросить, знаете что? У нас, мы живем далеко от Ижмы, почти 100 километров. И единственная дорога это Зимник. Вот. И во время диспансеризации очень неудобно, надо несколько раз в Вишму выезжать всем. Флюорографию, раньше если машина приезжала, то сейчас надо для флюорографии ехать в Вишму. Там единственный рентгенолог на весь район. Стоишь очередь по 3 часа. Угу. Надо пройти там зубного, это второй раз нужно
выдыхать. УЗИ молочной железы, какой-то, я не знаю, что это за диспансеризация. Мне кажется, эти специалисты, которые могут, я не знаю, раньше была машина приезжала, здесь все проходили флюорографию, все три поселка, у нас поселок Том, поселок Кольвы и деревня Картарев, 1500 человек. А сейчас ничего, все надо выезжать в Вишну по несколько раз. Людмила Дмитриевна, мы поняли ваш вопрос. На ваш вопрос ответит Бабушкина Ирина Даниловна, заместитель главного врача по организационно-методической работе Бузеркасы, Тыскарская городская поликлиника номер 3, главный специалист Министерства здравоохранения Республики Коми по общей врачебной практике. Людмила Дмитриевна, добрый день. Добрый день. Я, к сожалению, ситуацию в вашем районе не могу оценить, но я бы посоветовала вам обратиться в управление здравоохранения вашего района. Я обращалась, в прошлом году я обращалась, сказали, собирайте подписи, по всему поселку ходите, собирайте подписи, отправляйте письмо сектора, чтобы не делать ничего больше, что ли ходить, собирать подписи. Я тоже работаю, у меня тоже семья. Почему это я должна себе вопросом заниматься? Которые специалисты в Вишне. Я не могу вам вот еще раз сказать, что что-то посоветовать, но существуют выездные бригадные такие комплексы, так называемые. То есть, конечно, к вам бы реально, чтобы такой комплекс приехал, там и флюороустановка, и забор анализов, и специалисты. То есть на сегодняшний момент, если такая возможность в вашем районе, я не могу сказать. Выход один, только обратиться в Министерство здравоохранения через ваш отдел здравоохранения. И еще у меня, знаете, какой вопрос? У нас, например, закрыли участковую больницу. У нас сейчас нет, не могут положить больного в больницу, хотя сделали полный ремонт в поселке, который тоже вот эта больница у нас была на поселка и на целую деревню. Сказали, что нет терапевта. Этого терапевта сама Привиженская больница в 2008 году забрала к себе. Нам замену не отправили. Зачем надо было забирать нашего терапевта и теперь закрывают больницу, потому что у них такой вопрос, что у нас нет терапевта, видите ли, некому нас обслуживать. Это получается, мы остаемся ни с чем. Ну вы немножко не по адресу. Получается, нам желание нас оставили вот 1500 человек. Живите как хотите, умирайте как хотите. Это же тоже не дело, я не знаю, как-то ставьте этот вопрос, найдите врача к нам. Потому что больницы ремонт полный сделали в прошлом году, а в этом году взяли и закрыли. Людмила Дмитриевна, я думаю, что ваше предложение услышали, и мы надеемся, что проблема разрешится все-таки в итоге. И еще хочет включиться в разговор Хребина Наталья Руслановна, главный специалист-эксперт отдела организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения Министерства здравоохранения Республики Коми. Здравствуйте. Здравствуйте. К сожалению, проблема с кадрами – это проблема всей республики Коми. Дело-то ведь не в том, что больница у вас закрыта. Дело в том, что молодые специалисты не хотят ехать к вам работать. Ну, не надо было тогда забирать нашего терапевта. Они же забрали в район, а замену уже дали. Наверное, надо было наоборот сделать сначала замену найти, а потом у нас терапевта забирать. Мы не можем ограничивать права и свободы человека, а ваш терапевт тоже является человеком, и он имеет право на самоопределение. То есть, если ему стало более интересно и выгодно работать где-то в другом месте, мы не можем приказать ему остаться работать у вас. Министерство здравоохранения Республика Коми делает все возможное для того, чтобы обеспечить кадрами района. Им и жилье предоставляется, и материальные субсидии, но, к сожалению, все равно кадры к вам не едут. Мы пытаемся решить эти вопросы, мы разрабатываем дополнительную программу для этого. Не знаю, когда решится, конечно, этот вопрос, но люди ведь сегодня живут. Люди сегодня могут заболеть, правильно? Правильно, да. Мне кажется, надо в экстренном случае решать такие вопросы, а не просто сидеть и думать, когда это все будет. Пусть как-то Нокин подключится к этому вопросу, сама Ишма побеспокоится. Там же есть тоже главврач. Пусть обращайтесь как-то с центральной решайте этот вопрос, иначе мы вынуждены куда-то еще выше обращаться. Минздрав разрабатывает. Программа, что говорят, у вас есть. Министерство
здравоохранения, а вообще в России можем обратиться, просто же надо решать, как-то решайте в конце концов. Людмила Дмитриевна, мы поняли ваше пожелание. Министерство здравоохранения все сделает со своей стороны, чтобы решить данную проблему. И надеемся, что все-таки вскоре разрешится эта проблема. Потому что проблема является не только вашего района, это проблема многих районов и городов республики. Я понимаю, это если город, но мы здесь не выездные, мы выехать даже не можем. Чтобы до станции Керчи ехать, там надо 6 часов трястись по страшной дороге. Там в одной просто не Мы выживет. постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы решить вашу проблему. Пожалуйста, решайте. Спасибо за звонок, Людмила Дмитриевна. До свидания. До свидания. Так, наверное, ваш вопрос? Я на эту тему вчера слушал Ярослава Становича, поэтому за несколько лет, но все равно много. Вопрос задать не хочу, но я хотел попросить высказаться на ту тему, что та проблема есть, и первый год длинный, но надо есть необходимость и свои проблемы возникнут. Здравствуйте, общественная премия, прямая линия. Здравствуйте, город Емка беспокоит, Федорова Татьяна Николаевна. У меня такой вопрос, а насколько обязательна диспансеризация? Татьяна Николаевна, а на ваш вопрос сейчас ответит Бабушкина Ирина Даниловна, заместитель главного врача по организационно-методической работе ГУЗРК, Татарская городская поликлиника номер 3, главный специалист Министерства здравоохранения Республики Коми по общей врачебной практике. Добрый день, Татьяна Николаевна. Ваше право выбирать, проходить диспансеризацию или нет. Но я бы посоветовала все-таки вам ее пройти, потому что в перечень всех исследований, даже первого этапа, входят такие исследования, которые в обычной жизни вам терапевт не назначает. Маммография, развернутый биохимический анализ крови, УЗИ органов брюшной полости. Тем не менее, как бы это мое право есть. Это ваше право отказаться. Уточнить я вот хочу, как бы, на что ссылаться. Нам говорят, что это обязательно принудительно, но тем не менее, мне хочется знать правовую сторону этого момента. Запишите приказ 1006-Н от 3 декабря 2012 года, где сказано, что только с добровольным согласием пациента проводится диспансеризация. Хорошо, спасибо большое. Спасибо за звоночек. До свидания. По поводу того, что все-таки предоставляется возможность и вот эта необходимость со стороны твоего здоровья. Через год, я понимаю, появится следующая возможность, там по годам все, да? Раз в 3 года. Вот, тем более, через 3 года. Поэтому, конечно, ну, городских попроще, в районе там, конечно, не совсем так организовано, как хотелось бы, но это идет, поэтому все-таки какое-то понимание и сознание необходимости у людей появилась, вот я об этом что высказал, свои аргументы выложить, что представляют такие услуги, если они бесплатные и так далее, постараться над этим, На будущий год будет намного проще, потому что этот план поделится равномерно на весь год. И такой суматохи не будет. Будет идти равномерно поток, кабинет диспансеризации уже сейчас все свою работу как бы так устроил, что все ориентировано. Потоки хорошо регулируются. Поэтому я думаю, вообще дело это хорошее. И если пациент сам заинтересован, то это только большой плюс. Только он. Должна быть мотивация к здоровому образу жизни. А здоровый образ жизни это определяет качество жизни. Поэтому если пациент заботится о своем здоровье, то он будет жить хорошо для себя, хотя бы даже морально удовлетворившись тем, что у него диспансеризация проведена и какой-то патологии не выявлена. Потому что, я еще раз говорю, для пациентов мужского пола берется анализ на онкомаркеры бесплатно. То есть какие-то, ну это при нас в проекте, конечно, было, в период диспансеризации, но, к сожалению, пациенты еще об этом мало знают. Для женщин маммография. Еще раз повторю, что вот клинически развернутый анализ крови, где альбумины, калий, натрий. То есть это раньше было недоступно, это только в рамках диспансеризации, потому что это дорогостоящие анализы. УЗИ органов брюшной полости практически все, но там тоже по возрастным категориям. То есть определяется сердечно-сосудистый риск. Это тоже в массовом порядке, это впервые. И пациенты, когда узнают, вот им объясняешь, просто я сама вот как бы закрываю
листы маршрута диспансеризации. Им очень интересно. Это особая таблица, по которой определяется сердечно-сосудистый риск развития инфаркта и инсульта. То есть пациенты, когда вот это все проходит, они заинтересованы. Сейчас, одну секундочку. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Анна. Анна, откуда вы звоните? Искать. Это Тыскара. Слушаем вас, Анна. Я отношусь по подписке к поликлинике номер 3. Взрослым. Я пошла в Москве, провалились тогда, сколько моего 36 лет, совпадает как бы. Да, и мне сказали, что она у меня пройдена. А вы ее не проходили? Я ее не проходила. Вы обращались в саму поликлинику номер 3? Да, регистратура обратилась, потом меня направили в кабинет 102, где я почти буквы написано диспансеризация. И по дорожку мне сказали, диспансеризация закрыта 4 сентября. Анна, вам сейчас на ваш вопрос ответит Бабушкина Ирина Даниловна, заместитель главного врача по организационно-методической работе ГУЗ-РК, Сыктывкарская городская поликлиника номер 3, главный специалист Министерства здравоохранения Республики Коми по общей врачебной практике. Добрый день, Анна. Сейчас конкретно я вам не смогу ответить на ваш вопрос, потому что надо разбираться индивидуально. Запишите, пожалуйста, телефон мой рабочий. Я все уточню, мы с вами свяжемся. 430561. Это приемная, они со мной соединят. У меня То есть я должна сам по телефону этот вопрос, да, или? Можете подойти лично, 421 кабинет. А в какое время можно прийти? Ну, вам когда удобно. Хорошо. А телефон смотрите, пожалуйста. Вам когда удобно. 430561. Это приемная, они со мной соединяют. Если что, 421 кабинет. Хорошо, спасибо. Мы все с вами уточним. Спасибо за звонок, до свидания. Я хотела бы сказать диспансеризацию детишек. Мы тоже, как педиатры, очень рады тому, что диспансеризация, потому что мы получили УЗИ сердца у ребенка, мы получили УЗИ щитовидной железы, мы получили УЗИ по гинекологии у девочек. То есть это все настолько большой объем обследований, которые мы раньше, нам приходилось именно ручки доставать для того, чтобы отправить ребенка туда. То есть для мамы это большая нервотрепка всегда была. А тут это все предоставляется маме. Только, пожалуйста, сходите, только, пожалуйста, сделайте. Приглашается, все это уже сделано, организовано, идет потоком. Но все же можно сделать в одном, так сказать, заведении. Все в одной поликлинике, не надо побегать, да? Специально выделяются для этого кабинеты, дни, время, когда приглашается поток детишек, и все это проводится. То есть не просто так вот в размеренном порядке. Конечно, мы такой большой объем исследований не проходили раньше. Сейчас в диспансеризацию введено обследование врачом-психиатром детишек, начиная с годовалого возраста. Многие мамы не понимают, почему это, да? Но, тем не менее, нарушение психики ребенка уже наблюдается, бывает, и в годовалом возрасте. В таком возрасте очень часто все это можно скорректировать. Правильно, вовремя сделанное вмешательство специалиста, все это потихонечку направит ребенка в том русле, которое нужно. А упустили момент, и все. И это уже может пользоваться инвалидности. Да. Вот. В каждом садике любая мама, вот спросите, скажет, что в каждой группе детского сада есть какой-то ребенок, который вызывает проблемы окружающих детей. Любая скажет, да, вот моего ребенка бьет там Вася, Петя, кусает и тому подобное. Да? Отправьте его к психиатру. Как это прозвучит для мамы, это Вася, Петя. Все дети идут поголовно к психиатру. Все нормально, все хорошо, всех посмотрели, всем поставили, что все здоровы, все нормально. Да? Если где-то какая-то коррекция необходима, никто не пойдет и не скажет об этом, что вы знаете, а вот Вася психиатр назначил повторную явку. Нет, с мамой индивидуально поговорят. То есть анонимно. Анонимно, да. Никто никуда с людьми диспансеризации не идут дальше кабинета врача. Врачебная тайна соблюдается в полном объеме. То есть врач, поликлиника несут за это полную ответственность. То есть это касается и взрослого населения. То есть, допустим, человек работающий, прошел диспансеризацию у себя в поликлинике, пришел на работу и не будет на работе, его данные не всплывут, так скажем, да? Это врачебная тайна. Никуда и никак это не может выйти. Разумеется,
Есть ограничения по социально опасным заболеваниям, но там есть приказы регламентирующие, опять же, никуда это не будет сообщено, это все будет работать так, как положено по закону. Да? Также введено ежегодный осмотр мальчиков и девочек акушер-гинекологом и андрологом-урологом. Ну, в принципе, я думаю, объяснять, для чего это нужно, ни к чему, да. Ничего лишнего на профосмотре эти доктора не делают. Никаким образом психику ребенка не затрагивают. Они проводят только поверхностный визуальный осмотр. Если что-то забеспокоило доктора, есть какие-то признаки воспаления, ну что-то не так. Опять же, мама будет извещена, приглашена на прием с ребенком. Ну, мы все время говорим мама, но это не будет такой представительство. Мама у нас тоже очень часто и активно участвует в жизни ребенка. Да? Они будут приглашены на индивидуальный прием, где все уже будет доведено до обследования ребенка, все разъяснены какие-то неясные факторы. Таким образом. Ну, очень хорошо. Главное, чтобы мамы сейчас, наши мамы, кто смотрит, они сейчас все-таки услышали и все-таки не боялись проходить диспансеризацию как самим, так и своим детям. Еще очень часто мам пугает вот та бумажечка, которая предоставляется для подписи согласия на медицинское вмешательство. Там достаточно юридическими, медицинскими терминами объяснено, что вашему ребенку будет делать. Аускультация, пальпация, перкуссия. И многих родителей это приводит в ужас. Что это такое? Я не знаю, что это, что вы собираетесь делать с моим ребенком. Ну, в данном случае для этого у нас есть доктор в каждом детском саду. На собраниях большинство докторов или режиссеров учреждений рассказывают, что это такое, что аускультация вашего ребенка, послушали, перкуссия его, постучали немножко, что его пропальпировали, потрогали. То есть согласие берется на то, чтобы ребенка выслушали, послушали, ощупали и все. Вот. То есть вот такие вот моменты бывают до смешного доходят. Мамочка звонит и спрашивает, что это такое страшное с моим ребенком собираются делать, что это за слово аускультация. Вот. Ну, если такие моменты возникают, каждое учреждение детское имеет своего медработника. Достаточно подойти и спросить. Если что-то неясно. В любом случае согласие там содержит такую графу, которая написана врач. В моем присутствии, то есть врач все это сложно объяснить. Как, что прошло, для чего это нужно. Хорошо. Спасибо за подробную информацию. Мы, наверное, продолжим, да? Ну, в заключение, я думаю, что по взрослым пациентам развеется совсем. Если в этом году начали, но есть маршрут прошли. Дверь не перекроют, не закроют на будущее. К сожалению, я на этот вопрос вот даже вообще не думала про него. То есть стоит торопиться. Да, стоит торопиться раз. Во-вторых, я думаю, если врач, начав в этом году диспансеризацию для пациента, постарается закончить, потому что это задача. Но если пациент подлежит диспансеризации в этом году и не успевает, он на будущий год имеет право пройти профилактический осмотр. Объем исследований там немного меньше, но совсем немного. Это существует другой приказ 111Н, тоже он масштаба российского, то есть перечень практически такой же. И что я еще хочу сказать, ведь просто обратившись в поликлинику с лечебной целью, не с целью диспансеризации, с жалобами вам сделают все, что необходимо бесплатно, даже все, что входит в рамки диспансеризации. Это гарантировано. Поэтому переживать, вошел ты в диспансеризацию или нет, не надо. То есть идешь к лечащему врачу, беседуешь, свои цели определяешь, и все вам будет приведено в рамки диспансеризации. Это гарантировано. Елена Даниловна, можно вопрос? Вот звонила там девушка, да, говорила, что, допустим, ситуация, когда она в поликлинику обратилась, оказывается, уже ей говорят, что она прошла диспансеризацию. Вот что делать, как поступать в такой ситуации пациентам? В нашей поликлинике это 224 кабинет и 421. Только мы решим эту проблему. То есть третья поликлиника? Да. Третья. По каким причинам, что я пока не могу сказать. Могу только предположить, но озвучить сейчас не могу. Потому что бывает, что звонят и спрашивают по диспансеризации, что делать там, какая-то ситуация. То есть там по учреждению тогда надо каждый раз конкретная ситуация, чтобы
обращались куда тогда? К главному врачу или К ответственным лицам. Ответственные лица вывешены у нас на информационном стенде с указанием телефонов и кабинетов. У нас, как заходишь в фойе... Ну вот это в третьей поликлинике, Да. да? А в других? Я думаю, точно так. У нас есть дежурный администратор. То есть между руководителем и заместителем руководителя распределены дни, в которые они отвечают за прием и маршрутизацию пациента. То есть можно просто обратиться к дежурному администратору. Все график работы дежурных администраторов на информационных стендах в каждом учреждении расположен, и выяснить все эти вопросы. И он уже направит к ответственным лицам. Спасибо. Техническая составляемая, пожалуйста, известную информационную организацию необходимого кабинета не в районах статистика лучше, чем в городе. Столичная наша. Ну, скажем так, и население-то в районах меньше, чем в городе Сыктывкаре. Это он высовывается. Я ну послушаю. Ну, это понятно. Гораздо более как-то специализированные А наши ответственные. по линейке стоит, да? Они радуются тому, что доктор их посмотрел. Не положено Вот медицинское в вмешательство. части вот этой вот ижемской жалобы на то, что к ним раньше выезжал передвижной флюорограф, а сейчас не приезжает. К сожалению, хочу сказать, что вот вся эта вот передвижная диагностическая аппаратура, передвижные флюорографы и маммографы, они уже имеют достаточно большой процент износа и очень часто выходят из рабочего состояния. Вот в связи с этим и связана такая вот ситуация сегодня в районах. Если оно свидетельство, там здесь, Будьте добры, я бы хотела обратиться к Юловой Татьяне Михайловне. К сожалению, Татьяна Михайловна на данном мероприятии отсутствует, а у вас какой вопрос? Может быть, мы сможем вам помочь? У меня по санаторно-курортному лечению и по госпитализации. У нас есть специалист Хребина Наталья Руслановна. Она является главным специалистом эксперта отдела организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения Министерства здравоохранения Республики Коми. Очень приятно, хорошо, я буду говорить с Натальей Руслановной. Хорошо, слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Давыдова Людмила Петровна, город Печора, инвалид второй группы, пенсионер, 64 года. Вопрос у меня такой. Я 10 месяцев назад сломала руку, и у меня начался деформирующий артроз на этой руке. И вообще осложнение на руку дала, она мне до сих пор не разработалась. Вот в июне месяце я была на обследовании в диагностическом центре. Значит, там ортопед мне сказал, что нужно ее разрабатывать. Я говорю, у нас единственный ЛКК, врач ЛКК, который на весь город. Она не может с нами индивидуально заниматься, хотя занимается, но в основном покажет, и идите дома разрабатывайте. Так как он показал разрабатывать, я должна руку. Я говорю, я сама это должна делать. Он говорит, нет, это вы должны вот с инструктором. Просила оставить меня в Сыктывкаре на, вот, чтобы мне разработали руку, там, ходите, или, ну, в общем, госпитализировать. Он сказал, оставайтесь, живите дней, там, 20 или 15 в гостинице. Я говорю, извините, у меня 13 тысяч пенсии, 15 дней в гостинице, мне не за что жить. Так у меня, и, в общем, никакой помощи мне в этом плане не оказали. И, значит, второй вопрос, то, что деформирующий артроз начался на руке, и вообще у меня артроз на ногах, я постоянно прошу путевку от ЦРБ на Серегова. Но мне отвечают, я еще и ветеран труда, инвалид второй группы, вот, мне отвечают, что путевок нет, то есть я никак не могу выбраться на лечение. Вот хотела бы знать, или по показаниям эти путевки даются, или строго по, значит, тому, какой статус имеет, инвалид, там, реабилитированный и так далее. И показания здесь не имеют никакого значения. Вот это бы хотела узнать. Людмила Петровна, по поводу вашего вопроса, конечно, вы являетесь приоритетной группой на обеспечение санаторно-курортного лечения. Я плохо слышу, погромче, если можно. Вы являетесь приоритетной группой по обеспечению санаторлечения. Тут еще идет речь о том, о состоянии вашего здоровья, потому что для санаторно-курортного лечения есть определенный перечень противопоказаний. То есть вы должны быть все-таки в состоянии достаточно стабильном, не ухудшающимся. У меня показания, мне же врач дает постоянно справку о том, что я нуждаюсь в санаторлечении, травматолог давал такую справочку, что я нуждаюсь, у меня показания
Сколько раз вы подавали заявление на самоуключение? Ой, я подавала, наверное, много раз, но я как прихожу, говорят, уже все, надо опять новое писать у вас. Ну, короче, нет и все, нет путевок. Ответа нет путевок. Людмила Петровна, вы можете оставить контактные данные свои, чтобы мы могли уточнить вопросы лично по вам и потом в дальнейшем с вами связаться? Хорошо, пожалуйста, телефон мобильный дать, да? Можете, да? Будьте добры, запишите 8 904 2 00 25 54. Я записала, Людмила Петровна, мы выясним вопросы относительно вас и дадим вам ответ лично. Спасибо большое. Я еще сейчас еду на обследование, снова травматолог меня направляет, сектор на обследование, вторично, с рукой. Вот, и заодно, может быть, как-то бы мне хоть там помогли с этой рукой разработать ее. Потому что 10 месяцев прошло, сколочный перелом лучезатачной кости. Мы запросим данные по вашей Спасибо большое. Спасибо, до свидания, всего вам доброго. Спасибо за звонок. Что, мы закончили? Да, спасибо, благодарю. Ну, здравствуйте, общественно-приемная прямая линия. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Московский район, Васенко Галина Арсеньевна. Я сегодня как пенсионерка хочу задать вопрос представителю Министерства здравоохранения. Галина Арсеньевна, да? Да. Слушаем ваш вопрос. Ну, мне просто вопрос, я хочу сказать, что диспансеризация это очень хорошо, но надо, наверное, менять отношение врачей к больным. Вчера буквально я сама была на приемно-диагностическом центре платно в 16:30, заплатила 496 рублей онкологу. И это прием врача, даже страшно с ней не приснится. Это грубость такая, во-первых, врач опоздал на 15 минут, и впереди меня скорпируска пенсионерка заходила, так она, у нее был автобус без 15,5, автобус на Каспирос, а это было уже 20 минут 5-го. И доктор кричал, что в коридоре все это слышно было. Я зашла, и это я даже, вы знаете, нервничаю. Учколог, это диагноз кричит на меня. Я говорю, меня надо осмотреть это. Он меня не слышит. Я вообще-то хотела забрать и уйти, но мне действительно надо было консультацию получить. И очень больно, это этики врача, это даже близко там нету. И все это было слышно в коридоре, ведь женщины приходят к монологу, это с таким волнением и нервничая, что вот действительно проблема. И ведет врач себя так, что я говорю, страшно с ней вот это не приснится. Галина Арсеньевна, можно уточнить, вы были у онколога или маммолога? Онколог-маммолог. Онколог-маммолог. Да. Это в диагностическом центре, где я заплатила деньги, и за это я столько получила вот оскорбление, учколог это диагноз. Ну, как это можно вот так? Это было вчера, 20 Это было вчера. Галина Арсеньевна, фамилию вашу скажите, пожалуйста. Мою? Да. Кравченко Галина Арсеньевна. Я председатель Совета ветеранов. Мы в Искулуме вот боремся действительно, чтобы у нас вот врачи тоже такие есть. Всегда понимаем вот этот вопрос, что к пенсионерам надо относиться действительно с уважением. А тут пенсионерка дошла и с такой проблемой, и вот такой прием за свои деньги. Галина Арсеньевна, оставьте, пожалуйста, контактные данные, мы разберемся с вашей жалобой и лично сообщим вам. Хорошо. Рабочий телефон 93 561. Еще раз 93? 561. Хорошо, я записала. Я очень жалею, что я вот не узнала фамилию женщины с Каскаруса, потому что она бедная прямо оттуда вылетела это. И я тоже вышла оттуда, даже не помню, как я это. Но я сегодня хотела с Косовым поговорить, но его
насильства у нас не было, но нельзя так к врачам относиться больным. Мы разберемся, Галина Арсеньевна, спасибо вам за сигнал. Спасибо, что вы слушали. До свидания. Как бывает у нас. Ну, в принципе, я думаю, что такая проблема вообще грубости, но не только в Ужгородском районе. Именно каждый в жизни сталкивался с этим. Вот. Ну, я думаю, что, может быть, какие-то еще слова, скажем, для, так скажем, людей, еще раз про диспансеризацию, куда, что, основные моменты, куда, что обращаться, если кто ни разу еще не участвовал. Значит, для прохождения диспансеризации, пожалуйста, обращайтесь в регистратуру, либо в кабинет диспансеризации, либо в кабинеты профилактики, где не существует кабинета диспансеризации. Вот в частности, в третьей поликлинике у нас есть и кабинет диспансеризации, и профилактики. Там выдастся лист маршрута, по которому вы сможете пройти. Объясняют все медицинские работники. Беспокоиться ни о чем не надо. Главное иметь при себе паспорт и медицинский полис. В том, что касается детского населения, еще раз повторяю, основная масса все-таки проходит по месту своей учебы, то есть это детский сад или школа. Если ребенок является неорганизованным, не посещает еще не дошкольное учреждение, то тогда по месту жительства, в поликлинику, мама приходит, ей тоже подают направление со всеми остальными моментами. Конкретно медсестра пригласит по записи, как будет маме учиться. Там, конечно, мы не можем гарантировать разграничение больных и здоровых детишек, поэтому мы вынесли все это в рамки дошкольных и школьных учреждений. Но это все, как бы, что мы можем сделать по максимуму. Да, и тоже вот как бы заделась тема тоже очереди. Не надо ожидать, что никого не будет у кабинета, потому что этих людей очень много. И у нас и проводятся и профосмотры, и люди и болеют, и сезонные сейчас заболевания, и даже среди тех, кто проходит диспансеризацию, среди них очередь. Поэтому ожидать совсем, что вы быстро там, в течение 2 часов освободитесь, нельзя. Надо настраиваться, иметь мотивацию для прохождения диспансеризации. Приходите, мы вас ждем. Главное понять, что это нужно в первую очередь вам самим. Ни доктору, ни Минздраву, ни республике. Это нужно вам самим, вашему детям, в первую очередь. Спасибо. Есть что добавить, может быть? Всем спасибо большое за участие. Спасибо.